Это Бобби Коннор из Eagle View Ministries, и мы в восторге от того времени, в котором мы живем. Мы живем во время столкновения двух царств. Библия говорит, что Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилия захватывают и завладевают им силой. И я хочу сказать вам о сверхъестественном. Есть только два источника сверхъестественной силы. Это Божья и дьявольская. И сегодня мы должны сделать следующее. Мы должны уметь различать, что пришло от света, а что от тьмы. Потому что Библия говорит о том времени, когда дьявол будет творить лжезнамения и чудеса, чтобы прельстить многих. И послушайте, сейчас то время, когда сверхъестественное очень активно. Но и нам с вами нужно знать, как отличить Божье от дьявольского. Есть только два источника сверхъестественного. Это Дух Святой и демонический дух. И третьего не существует. Когда происходит что-то сверхъестественное, мы должны выяснить, кто это делает, Бог или дьявол. И вот как мы можем это сделать. Изучая Библию, я нашел только один путь, как мы можем это сделать. Это по Иоанна 16:14. Каждый раз, когда Дух Святой делает что-то сверхъестественное, Он всегда воздает славу Иисусу. Иисус сказал в Иоанна 16:14, «Он прославит Меня». И каждый раз, когда Дух Святой делает какое-то чудо, Он всегда воздает славу и честь Иисусу. Но когда оккультисты делают что-то сверхъестественное, или дьявол наделяет кого-то силой совершить чудо, он всегда отводит внимание от Иисуса и воздает славу человеку, месту или ситуации. Вот как их можно отличить. Но я хочу вам кое-что сказать про оккультистов. У них есть сила, но у них нет мира и покоя. И сегодня существуют целые передачи, посвященные оккультистам. И сегодня есть один молодой человек, который ездит по всей земле, его зовут Крис Энджел. И Крис означает «помазанный», а Энджел — это посланник. Но я думаю, что он помазанный посланник дьявола. Он делает сверхъестественные вещи. И я знаю, что некоторые считают это обманом, что это поддельная фотография или поддельная работа камеры. Я вовсе так не думаю. Я считаю, что это реальная демонстрация сверхъестественной силы для того, чтобы отвлечь людей от Царства Божьего и прельстить их делами тьмы. Одна из самых читаемых в Америке книг на сегодняшний день — это «Гарри Поттер». Дисней раздул из этого что-то такое огромное в Дисней Уорлде. Я вам говорю, Библия учит, что мы должны разрушить всякую связь с оккультизмом, всякую связь с колдовством. И я вам говорю, у сил тьмы нет ничего хорошего для вас. Они хотят завладеть вами, хотят, чтобы вы им служили. Послушайте, мы должны начать говорить правду о колдовстве. «Нет мира нечестивым, — говорит Господь, — но Бог хочет дать мир некоторым из вас». Некоторые из вас так понемногу заигрывают с оккультизмом. И оккультизм обещает вам силу, но он никогда не даст вам внутреннего мира. Иисус Христос даст вам мир. Он даст вам любовь и даст вам радость. Он даст вам уверенность в том, кто вы есть на самом деле. Послушайте, это потрясающий обмен. Вы отдаете Ему все свои проблемы, всю свою тьму и всю свою боль, а Он взамен дарит вам мир, дарит любовь и полное прощение. Какой же прекрасный у нас Бог! Мне нравится, что сказано в Неемии 1:7. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». И я бы хотел как-нибудь встретиться с Крисом Энджелом. На самом деле, однажды я видел его по телевизору. Он зашел, поднимая чемодан в воздухе. Потом он положил чемодан на стол, и оттуда выпрыгнула его мама. Если вы посмотрите на его жизнь, то его мать тоже колдунья. Я видел фотографии, где она учит его ездить верхом на метле. Я хочу вам кое-что сказать. Не доверяйте своих детей оккультистам. Дети — это награда от Господа. И прекрасно осознавать, что мы в Царстве, но сейчас происходит столкновение царств. Один раз я улетал из города Феникс, и я был на собрании у Патрисии Кинг. И вот я стою в аэропорту, по-моему, это был Скай-Харбор, и я вижу большую толпу. Там человек 80-90. И они так сгрудились, что я подумал, что может кому-то плохо или что-то еще. И я иду туда, а там этот колдун. И он сидит на полу и поднимает свой билет, поднимает свою ручку, пишущие инструменты и так далее в воздухе. Я смотрю на это. И даже родители привели своих детей, чтобы сказать: «Смотри, как здорово». Я нахожусь где-то в 50 метрах от него. Я спросил: «Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Он сказал: «Я хочу, чтобы Ты связал эту силу». Я сказал: «Во имя Иисуса я связываю эту силу». И вот что произошло. Его билеты и ручки висели в воздухе, на высоте где-то метр с небольшим, и они вот так резко упали, когда я сказал: «Я связываю эту силу во имя Иисуса». Но из всех стоявших там людей он сразу нашел меня.
И в долю секунды его глаза устремились сразу на меня. И я сказал Господу: если он подойдет ко мне, я изгоню из него беса. Но он прошел мимо на 50 метров от меня, свирепо глядя в мою сторону. И я хочу вам сказать, сейчас царство находится в большом конфликте, но тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Я посмотрел 1 Иоанна 4:4, и это место значит, что тот, кто в вас превосходит по силе и по интеллекту. И послушайте, мы должны понять, что из-за того, что в нас живет Дух Божий, на нас такое помазание, которое намного превосходит все, что может придумать дьявол. Тот, кто в вас, он больше и намного превосходит в силе того, кто в мире. И буду честен с вами, дьявол больше боится вас, чем вы его. Если вы точно знаете, кто вы во Христе. И вот один замечательный стих для вас. Это Колоссянам 2 глава, 9 стих. Там сказано, что все, чем является Бог, заключено во Христе. Это прекрасный стих, и я перефразировал его. Там говорится, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Стих 10. Вот что там говорится. Но 9 стих говорит, что все, что заключает в себе Бог, находится во Христе. А 10 стих говорит, все, чем является Христос, заключено в вас. Разве это не здорово? И я вам скажу, воскресший Христос живет в вас. Библия говорит, что Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет в вас. И это прекрасный, потрясающий факт, что в вас живет настоящая сила. Не для того, чтобы выставлять ее на показ для развлечения, но мы должны являть силу Божью для того, чтобы устанавливать Его Царство. Благословит вас Бог. Бог хочет, чтобы вы двигались в силе. Не действуйте в страхе, не действуйте в нем. Действуйте в мире Божьем. Бог хочет, чтобы у вас был мир. Мир, который превосходит что? Всякое понимание. И вот что я хочу сказать. Дьявол на самом деле нагнетает большой стресс, потому что люди наблюдают за тем, что они видят. Почитайте Филиппийцам 4, с 6 по 8 стихи. Начните думать о хорошем. Сосредоточьтесь на Божьем. Это Исайя 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Доверяйте Господу Иегове, потому что в Иегове есть пребывающий неизменный мир. Бог хочет сегодня дать вам мир. Дьявол будет создавать вам проблемы и трудности, но Иисус Христос сказал: «Я дам вам мир, придите ко мне, и я дам вам жизнь». И я вдохновляю вас сейчас порвать всякую связь с оккультизмом. У вас нет с этим ничего общего. Наполните свой разум и сердце тем, что от Духа Божьего, и к вам придет мир, который превыше всякого ума.